По фактам магазинных краж с начала года в Коми возбуждено уже более 40 уголовных дел. В антилидерах Сыктывкар и Воркута. Чаще всего так называемых несунов привлекают алкоголь и продукты. Но есть среди воришек и те, которых интересует не выпивка с закуской, а драгоценные украшения. О самых заметных преступлениях расскажет Иван Беречевский. В Воркуте задержали подозреваемого в 2 магазинных кражах. В полицию обратились сотрудники сетевого алкомаркета и сообщили о краже элитного алкоголя. К заявлению потерпевшие приложили записи видеонаблюдения. Пока покупатели изучали продукцию, а продавцы пробивали товар, неизвестный мужчина достал с верхней полки дорогостоящее спиртное, осмотрел его и заснул за пояс. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, вор взял еще 2 бутылки, спрятав одну также в джинсы, а вторую в рукав куртки. Быстро ушел. Злоумышленник действовал нагло, лица от камеры не прятал. Вскоре он засветился в другом магазине. И хотя в этот раз его лицо было в маске, продавцы опознали его по одежде и характерному почерку преступления. 2 бутылки алкоголя за пояс и 2 в рукава. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1984 года рождения, неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления. Стоит отметить, что ранее воркутинец постановлением судьи был признан виновным в совершении мелкого хищения. И ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Мужчина во всем признался, однако вернуть похищенный алкоголь не удалось, поскольку он его выпил. В отношении воришки возбудили уже уголовное дело. До суда воркутинца отпустили под подписку о невыезде. За 2 кражи, сумма ущерба от которых превысила 17 тысяч рублей, ему грозит год лишения свободы. А в Сыктывкаре возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в краже золотого кольца стоимостью более 30 тысяч целковых. Сотрудники ювелирного магазина вовремя заметили пропажу и нажали тревожную кнопку. Злоумышленницу задержали до того, как она вышла из торгового центра. Сотрудницы магазина самостоятельно отправились на поиски покупательницы в торговом центре. Спустя непродолжительное время продавцы вернули в магазин женщину для выяснения обстоятельств и нажали на кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники ведомственной охраны Росгвардии, получив сообщение о срабатывании тревожной кнопки, прибыли на место. На месте была задержана женщина 1982 года рождения и доставлена в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная выложила содержимое сумочки и карманов, но среди личных вещей кольца не было. В дежурной части при личном досмотре полицейские нашли золотое украшение у женщины в носке. Однако, как оно туда попало, подозреваемая объяснить не смогла. Впрочем, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив продавцов, правоохранители выяснили детали преступления. Сыктывкарка пришла в ювелирный якобы подобрать серьги к своему кольцу, которое, по ее словам, она забыла дома. После чего она с продавцом подобрала кольцо, подобное ее, и примерила себе на палец. Продавец, в свою очередь, предлагала различные модели сережек, и женщина вместе с кольцом примеряла данные сережки. Выбрав понравившуюся модель сережек, она передала продавцу, при этом кольцо также оставалось у нее на пальце. Спустя какое-то время женщина покинула магазин, при этом кольцо она не вернула продавцу. По факту кражи возбудили уголовное дело. До суда подозреваемую, к слову, многодетную мать отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до 2 лет лишения свободы. На первый раз, вероятно, условного.